приехали скорая. Звонок на пульт скорой помощи, и бригада медиков выезжает на вызов. Все как и положено по инструкции. Маска, перчатки и набор медикаментов для оказания экстренной помощи. Всем необходимым для полноценной работы служба обеспечена. Сухумская станция скорой помощи работает в круглосуточном режиме. Ежедневно на посту дежурят 3 бригады. 2 в головном офисе в центре Сухума и 1 бригада в новом районе. По необходимости на вызовы диспетчер отправляет врачебную или фельдшерскую бригаду. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и медикам пришлось перейти на новый формат работы. Особых изменений у нас в работе нету. Мы обслуживаем город в обычном режиме, но меры предосторожности, конечно, есть. Мы страхуемся, одеваем маски, перчатки. Люди преклонного возраста за 50, которые мы отправили на карантин какое-то недолгое время, 2 недели. Вот так были, находились, но самочувствие позволяло, они вышли на работу. Если раньше вызывающему скорую помощь человеку достаточно было назвать полные данные пациента, адрес и контактный телефон, то теперь к этой информации придется добавить много подробностей о состоянии заболевшего. Путем тщательного опроса диспетчер выясняет наличие повышенной температуры и других возможных симптомов коронавируса. Все подобные случаи фиксируются, и затем данные передаются в СЭС. При стабильном состоянии заболевшего врач проводит консультацию по телефону, но в экстренных случаях бригада выезжает на место. У нас инфекционная больница закрыта, городская клиническая больница закрыта. Вот эти лечебные были отключены из системы здравоохранения. Конечно, в двойную нагрузку ложится вся работа на скорую помощь. После звонка, после вызовов на диспетчерскую службу скорой помощи мы обязательно тщательно расспрашиваем звонящих, в чем причина вызова, с чем это связано, температура, какие цифры, помимо температуры, какое самочувствие общее. Может быть кардиологический вызов, неврологический вызов, детский педиатрический вызов. Плюс еще в ситуации пандемии с этим ковидом, когда все связано, значит, мы вот это тщательно разузнаем, насколько возможно, чтобы люди нас понимали, не обижались. Нам нужна максимально больше информации для того, чтобы уточнить, что, как с пациентом там происходит, и более специализированную помощь, чтобы оказать. Главный врач станции скорой медицинской помощи отмечает, что вызовов из-за COVID-19 больше не стало. Люди, также подвержены инсультам, инфарктам, попадают в аварии, подвергаются тревожным и болезненным состояниям и по-прежнему для спасения жизни или облегчения боли вызывают скорую помощь. Довольно часто задача медиков не только стабилизировать состояние пациента, определить его на госпитализацию или оставить на домашнем лечении, но и успокоить. К нашим гражданам хочу обратиться, попросить о чем? Если диспетчер будет задавать, много вопросов, будьте добры, не возмущайтесь, будьте добры, примите это, выслушайте и о своей проблеме четко расскажите диспетчеру, чтобы мы могли сортировать больных, чтобы мы могли более целенаправленную, грамотную помощь и вовремя оказать. Просим вас войти в положение сегодняшнее, происходящее, это не только у нас, а во всем мире, с пониманием отнестись, и я думаю, мы друг другу поможем, и только от этого будет положительный эффект, и уверен, что всем сможем помочь. Также в связи с коронавирусом на скорую помощь легла обязанность доставки ковидных больных из Сухума и Сухумского района в Гудаутский госпиталь. В этом случае бригада экипируется в специальные костюмы. Очки, маски, перчатки и бахилы также необходимые атрибуты. По прибытии в Гудаутский госпиталь медики в специальном помещении снимают защитный костюм, который обязательно утилизируют. Обработку проходят и сами фельдшеры и автомобили, чтобы не подвергать опасности пациентов и коллег, которые сядут в эту неотложку через несколько часов. Мы их введем, отслеживаем, вызова получаем, насколько можно консультируем, при необходимости помощь оказываем, но мы их передаем в санэпидстанцию потом. После того, как у них забрали анализы, после того, как анализы или положительные, или отрицательные, потом решение принимается терапевтическим отделением первой городской поликлиники.
И от их решения, от состояния пациента, то есть это все зависит от их решения. Если они посчитают нужным его госпитализировать, нам подают сигнал, мы едем по адресу и, значит, полностью экипированы в костюмах, как положено, перевозим этого пациента. Все бригады обучены, проинструктированы, знают, как себя вести, как противостоять этой болезни, как себя защищать и как оказать помощь пациенту. И в связи с этим у нас нет специализированной выбранной бригады. У нас эту работу выполняют те, кто находится на дежурстве. По словам Аслана Джопуа, среди врачей скорой помощи заболевших новой коронавирусной инфекцией нет. Как нет и тех, кто отказался от работы. На время карантина, согласно распоряжению правительства, освободили от работы лишь сотрудников старше 60 лет. Фельдшеры скорой признаются, сейчас в период пандемии отношение к медикам заметно изменилось. Довольно часто в 03 звонят не только для того, чтобы расспросить о различных деталях заболевания, посоветоваться с доктором, но и для того, чтобы просто пожелать здоровья людям, спасающим жизнь.